А в минувшие выходные в Хангаласском Улусе впервые прошла молодежная деловая игра «Хатой». Участие в ней приняли рабочая молодежь, студенты и школьники района. В чем заключалась суть игры и что нужно было делать участникам, чтобы выйти из нее победителями, узнавала Виолетта Засимова. На протяжении 3 дней 6 команд по 7 человек в каждой, находясь на базе физико-математического форума «Ленский край», готовили к защите свои проекты по социально-экономическому развитию южных наследников Улуса. Мы ждем от ребят, чтобы они предлагали новые идеи для того, как разбить эти села, как улучшить их социально-экономическое состояние. Также игра проводится для того, чтобы формировать кадровый резерв для администрации района, для организаций нашего района. На третий заключительный день команды представили свои проекты экспертному жюри. Были озвучены такие идеи, как производство биогумуса в селе Исид, цех по переработке лекарственных растений в Улаханане, туристско-информационный центр в селе Булгуняхтах и так далее. Мне понравилось это мероприятие тем, что проект, который пойдет для создания будущего моего района. Я сама же с Хангаласского района. Вот. И это будет моим вкладом в свой район. Я думаю, что очень важное на самом деле мероприятие для молодежи, потому что оно помогает сплотить молодежь, помогает для поиска каких-то новых идей, потому что все-таки молодые инноваторы, они всегда могут добиться своих целей. В результате лучшим был признан проект сыроварни в селе Синск, который подготовила команда школьников Улуса. Каждому вручили почетную грамоту и планшет. Жюри также отметило 4 самых активных участников и вручило им номинацию «Лидер деловой игры Хатой» и ценные призы. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Александр Ярков, НВК «Саха», Хангаласский Улус.